В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. На страже порядка. Инспектор не проедет мимо, не оказавший помощь, не посмотрев, не убедившийся, все ли у водителя хорошо. Расскажем о работе госавтоинспекции, ситуации на дорогах и профилактических мерах, принимаемых для предотвращения ДТП. Современно и органично. Ведутся работы по выставлению опалубки и арматуры для балок и покрытия здания. Уникальная мечеть в форме треугольника возводится в Грозном. В каком стиле будет святыня и сколько человек сможет вместить? По тропам предков. По тропе мы будем спускаться плавно, проходя мимо таких сел, как Байнесты, Коротах, Камалхи, и внизу еще увидим Цойпиде. В рамках пешего похода участники перенеслись на несколько веков назад. Какие памятники Средневековья они увидели? Российские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи в зоне спецоперации. Активное участие в этом принимает личный состав батальона Юг-Ахмат Министерства обороны страны под руководством Мусы Барзиева. При отражении очередной из многочисленных атак противника подразделение показало хороший результат. Уничтожено несколько единиц бронетехники неонацистов, среди которых есть и хваленый немецкий танк «Леопард». При высоком взаимодействии с бобрами удалось достойно встретить вражескую технику и подавить наступление на наши позиции. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале. В Духовном управлении мусульман состоялась рабочая встреча муфтия Салха Хаджи Межиева с шейхом Айман Рушди Сувейдом. Известный исламский ученый в области Корана будет проводить для преподавателей республики курсы повышения квалификации по своей авторской программе. Стороны обсудили процесс проведения данной работы. Салх Хаджи Межиев поблагодарил шейха за визит и благой труд. По его словам, для местных учителей Писания Творца большая честь поработать с таким известным ученым. قرآن بول لقبل قرآن بول مو لقبل الشيء حلقه حافظ شيء تعشي ولا حافظ واسر هن شيء زر سخوش حافظ وي قرآن دقع عامش حجر شوي دنيا شو يقي كونكورس قزح проводитio ариенс дабел масумете авоя дaqlosu швой участие принимаешь о дуньян чуах миллоха йолшол конкурсе авоя نوخشوا участие принимать شو حلقة مكتك شو خوش بقي قيام شبو قرآن عام دريح دقع عام دريح دحي خريح وس قرآن تعبش بوشوش بالخيح بقي قيام شبو وس قيام شكاحة تعشيكو يوتوش خادم القرآن قرآن غلق شو الله والوي باشارم دان حاجي بيركة دوتسيوق علاشتك هنا الشيء تندس دول صديش غوت صديش مسوء وراء ببيش بول صبيش عال شو تيجي بول عقيل رباط يقيعات بالحلق سنديرة اجر حالس وانا بركل ديل ريس خيل لا دالديكنس بيقمبويل ويفاش رمضان عجنا اذا خو مخابوش بالخيا مشنا خين سوي شيخ ايمن سويد اذا اخوي مخ وارنا تطيع وي مخدا رمضان حج قد سن دقر ديل ريس خيل لا ونالشي إسان والشوال أيلم ساكتا أنا أخوي مخوار إذا بيركض. За последние 3 года аварийность на дорогах с летальным исходом снизилась на 56%. Это один из важнейших пунктов, демонстрирующих эффективность работы госавтоинспекции. Выполняя одну из важнейших задач современного общества безопасности на дорогах, инспекторы вносят большой вклад. Репортаж Мадины Кураевой. Ассаламу алейкум. С традиционного приветствия начинается рабочий день инспекторов госавтоинспекции Чеченской Республики. Сначала построение спецроты, блюстителей дорожного порядка информируют, перед ними ставят определенные задачи, проводят инструктаж. Проверяется все, вплоть до внешнего вида. Ну а далее сотрудники отправляются к местам несения службы.
Масштабные рейды начинаются с самых оживленных участков города, где проходит большой поток автомобилей. Здесь инспекторы контролируют движение, пресекают нарушения. Команда работает оперативно. От минутки 178 госномер черного цвета Камри проверен. Такая эффективная работа за последние 3 года в субъекте позволила снизить число смертельных аварий на 56%. Общее число ДТП на 27%. Почти на треть снизилось количество пострадавших. Сотрудники объясняют жителям все правила дорожного движения, призывают их соблюдать, быть внимательными. Уважение, сострадание и воспитание. Такими качествами обладают чеченские инспекторы. Они сразу оказывают поддержку тем, кто оказался в трудной ситуации. Будь то поломка машины или помощь пожилым людям. Бывают у нас частенько такие случаи, когда инспектора, выполняя свой долг, в первую очередь проявляют внимание водителям. Если какая-то беда произошла на дороге, ни один инспектор не проедет мимо, не оказавший помощь, не посмотрев, не убедившись, все ли у водителя хорошо. Рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе по всей республике. Помимо патрульных машин есть и... Выглядит очень зрелищно, ну а самое главное, эффективно решает задачи. На таком транспорте инспекторы могут быстрее догнать нарушителя, проехать по труднодоступным участкам, не помеха даже пробки. К слову, автопарк Чеченской автоинспекции оснащен самыми современными специализированными машинами. И все это благодаря поддержке главы республики Рамзана Кадырова. Под руководством начальника управления госавтоинспекции Идриса Черхигова подразделение вышло на высокий уровень, где четко налажена вся система. Надо, чтобы сначала показали пример сотрудник госавтоинспекции, начиная с меня, а потом среповать их также участников дорожного движения. Весомую поддержку в работе оказывает и Центр автоматизированной фиксации правонарушений. С помощью него есть возможность держать полностью на контроле ситуацию на дорогах. Сюда стекается информация с около 200 камер, которые установлены по всей республике. Операторы обрабатывают получаемую информацию, после чего они отправляют штрафы водителям. Большая работа проводится по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники госавтоинспекции прилагают все усилия воспитанию подрастающего поколения в духе культуры и взаимоуважения между участниками дорожного движения. Проводятся разнообразные мероприятия, которые включают в себя разного рода конкурсы, акции, викторины. Сотрудники ГИБДД обращают внимание на поведение детей в игровых парках, обязательно посещают летние лагеря. Напоминаем им о важности и необходимости соблюдения правил дорожного движения. Также ежемесячно 324 тысячи раз на видеоэкранах Грозного выходят слайды с призывом участников дорожного движения соблюдать правила безопасности. Программа социальной рекламы реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Жители с пониманием относятся к рейдовым мероприятиям и сами призывают соблюдать правила. У нас почти на каждом перекрестке стоят сотрудники. И благодаря их бдительности, благодаря их нелегкой работе в эту жару, в холод, в любую погоду, в дождь, они должны быть на посту. Нужно уважать, ценить их работу и понимать, что они это делают для общей безопасности. Чеченская республика – регион, где максимально заботятся о безопасности жителей и гостей. Здесь один из самых низких уровней преступности в стране. А число угонов машин, например, и вовсе равно нулю. Многие водители здесь ночью оставляют ключи в замке зажигания, ведь за последние годы в республике не зарегистрировано ни одного факта кражи автотранспорта. И в этом большая заслуга, в том числе от дорожных инспекторов республики. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Сайтелем Ампукаев, Вести, Чеченская республика. Огневая, тактическая и инженерная подготовки, а еще не менее важно обучение управлению беспилотными летательными аппаратами. В течение 3 недель 200 подростков проходили курс обучения в рамках второй смены в Центре развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Лейла Муртазова с подробностями. От
Завтра у ребят начинается с построения. Это воспитанники Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи воин Чеченской Республики. Расположен он на базе Российского университета спецназа. В этот раз вместо привычных занятий они будут проходить командную заключительную эстафету второй смены. Дети точно так же, как и месяц назад, их предшественники соревнуются в стрельбе, в горной подготовке, в метании гранат, в оказании первой помощи. То есть они показывают то, чему научились за 21 день пребывания у нас. Протяженность эстафеты 200 метров. Она состояла из 6 этапов. В рамках этого соревнования молодые люди должны преодолеть ряд испытаний, такие как узлы, гора, раненый, граната и цель. Для того, чтобы состязания проходили в условиях максимально приближенных к боевым, использовались пиротехнические средства в виде дымовых шашек и имитационных ручных гранат. Метол. 1001, 1002, 1003. Бегом! Патриотически в клуб входит и 15-летний Мамед Хаджимурадов. Он с особым рвением, как и вся его команда, преодолевает упражнения и показывает хорошие результаты. По словам парня, своим успехом они прежде всего обязаны высококвалифицированному инструкторскому составу. Руссαν кят ведер. Чо дикмет ки главн самая главная дисциплина шугаза. Хоза смелях кана чо пойдян халуксан. Ребята не то что просто пришли, посмотрели, с ними работают самые лучшие инструктора по всем направлениям. Конечно, им в жизни это все понадобится. Это основа. То есть не просто там для галочки кому-то что-то показал, а им доносят самую основу. В течение 21 дня 200 подростков от 14 до 18 лет из разных районов субъекта проходили подготовку по программе, специально разработанной Центром воинов совместно с РУС. Курс обучения включал в себя такие дисциплины, как огневая, тактическая, инженерная подготовки, управление беспилотными летательными аппаратами и тактическую медицину. Молодые люди остались довольны приобретенными навыками и рады, что имели возможность стать частью этой большой команды. قاك إيران شو صندوق معيمي وقع خزادر إنستركتور شتاج أو عندك عامة دور أوقيدلنا شمي غوا دقع وصدال مولاه. Победители определялись по наименьшей сумме затраченного времени всеми участниками команды. В заключение эстафеты были объявлены показавшие наилучший результат. Впереди ребят ждет еще 3-я смена. Туда войдут лучшие по итогам 1-го и 2-го этапов. 3-я смена будет также организована в Центре военно-спортивной подготовки «Воины», даст старт в августе и будет представлять из себя сборы по подготовке игры «Зорница». Базой проведения подобных мероприятий Российский университет спецназа выбирается не случайно. Тут имеется уникальная площадка для проведения различного уровня соревнований и опытный инструкторский состав, который передает свой богатый боевой опыт каждому. Лейла Муртазова, Мосар Хаджиев, Сейд Аминдаут Мирзаев, Вести, Чеченская Республика. В городском округе Аргуна по поручению Рамзана Кадырова продолжается строительство новых очистных сооружений. Мощность их составит 12 тысяч кубометров в сутки, что значительно усилит пропускную способность. Строительство посетил и мэр Аргуна Ильяс Масаев. Ведутся работы по подпрограмме создания условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики. В самое ближайшее время планируют завершить основные работы и ввести объект в эксплуатацию. Новые очистные сооружения будут способствовать более качественной очистке стоков и минимизируют риски загрязнения окружающей среды. Отправная точка селения Бенесты – уголок нетронутой природы, густых лесов, кристальных рек и неприступных горных уступов. Участники пешего похода прошли очередную проверку на выносливость. Маршрут пролегал через селения Нахоруста, Каратах, Камалхи до погребального сооружения Средневековья Цойпеде. Это путь протяженностью порядка 15 километров. О живописных вековых исполинах и памятниках истории расскажет Медина Мударова. Любители активного отдыха вновь покоряют вершины. Отправная точка – высотки Грозный-Сити. 55 человек пустились в путь навстречу приключениям. Дорога в Идум-Калинский район завораживает. Чего только стоят эти виды на величественные горы. Сбавив скорость на машине, не торопясь, мы наслаждались красотами Чеченской Республики. Здесь можно стоять часами и просто слушать журчание воды.
Стартовая точка похода – село Бенесты. Участникам сразу же проводят небольшой инструктаж перед дорогой. Тут очень красивые места, но тропа местами опасна. Есть опасные участки у обрыва. Так что мы идем жменькой вслед друг за другом, и я ведущий буду. Ислам будет замыкающим, и он идет последним. Мы должны идти в одном темпе, потому что это горы. Если кому-то станет плохо, тоже можете обратиться к любому из организаторов. Конечно же, тут можно вдоволь насмотреться на красоту природы, но надо подниматься выше. Нас ждет долгий путь, поэтому времени терять нельзя. С собой энтузиасты берут только самое необходимое. В пеших походах нужно быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям. В этом, конечно же, помогут опытные гиды. Они признаются, что это один из самых сложных маршрутов. Мы планируем в дальнейшем, после этого первого пробного прохода этой тропы, уже на постоянной основе сделать тут туристический маршрут, местами даже благоустроить именно опасные участки у обрывов и сделать его полноценным, таким хорошим пешим маршрутом. Первое, что нужно, это удобная обувь, сменная обувь и сменная одежда. Также крем от загара, воду минимум 2 литра на человека и легкий перекус. Это вот основные требования. Это настоящее испытание. Палящее солнце и отсутствие теней также усложняют продвижение. Но несмотря на все это, команда пребывает в отличном настроении, ведь в преодолении трудностей и заключается вся суть похода. Почти весь путь сопровождают сложные подъемы и крутые спуски. Маршрут состоит из более чем 13 километров. Самую сложную часть пути мы уже прошли, осталось совсем немного. Мы, конечно, немного отстали от группы, но у нас есть стимул идти быстрее. Конечно же, обед. Для кого-то подняться выше была закалка силы воли, а для кого-то перекус с видом на удивительную природу республики. Но сидеть времени нет, нужно идти еще дальше. Перед участниками открывались замечательные виды населения Нохороста, Коротах, Камалхи. Периодически на пути встречались заброшенные древние поселения и башни. В числе участников много тех, кто уже не в первый раз в пешем походе. Зубайр Езербаев объездил всю республику, знает почти каждое место. Как признается мужчина, в скольких бы местах он ни побывал, всегда находится что-то новое. Уже несколько лет вместе с Минтуризмом я посещаю пешие походы в разные районы республики. Каждый район по-своему впечатляет, очаровывает. И про усталость быть речи не может, потому что в горах все равно воздух своеобразный, свежий. Наконец-то цель достигнута. Высота 2400 метров. Небольшой перерыв, чтобы перевести дух и пополнить галерейные альбомы новыми фотографиями. Теперь идем на спуск. Это уже более сложный и насыщенный красотами маршрут. Издалека удалось увидеть город мертвых Цой-Пиде, с которым связано множество историй и легенд. Преодолев весь путь, участники смогли насладиться величественной красотой природы. А свежий воздух наполнил путешественников новыми силами, чтобы вновь вернуться в эти края. Это уже у меня 6-й поход в этом году. И я смогу с уверенностью сказать, что это один из самых сложных маршрутов. Доволен собой, потому что достиг поставленной цели. И, иншаллах, это не мой последний поход. Также планирую посещать последующие мероприятия от Министерства туризма. Пешие походы собирают любителей приключений, которые в поиске новых ощущений. Министерство туризма Чеченской Республики с радостью предоставляет такую возможность всем желающим покорить вершины. Медина Мударова, Седемин Мусаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Тренинги, образовательные сессии и квесты – это немногие пункты в программе 3-го международного молодежного туристического форума «Биной-2023». Мероприятие организовано Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике совместно с общественно-патриотическим движением «Ахмат». Медина Мануцалчиева о целях проекта. Закрытие 3-го международного молодежного туристического форума «Биной-2023» прошел в живописном селении Щира-Биной. Организовали мероприятие Министерства Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике совместно с молодежно-общественным патриотическим движением «Ахмат». В рамках форума для участников провели образовательные сессии, квест-игры и экскурсии. В Щира-Биной для них подготовили несколько конкурсов. Это стрельба из лука и поднятие тяжести. Для Аллы Маргиевой это уже 2-й проект Чеченской Республики, в котором она с удовольствием участвует. Ранее это был форум по тропам Кавказа. Я не впервые уже приезжаю на форумы, то есть это уже мой 2-й форум Чеченской Республики. И что меня привлекает, это тот момент, что сами форумы на самом деле направлены на туризм, они дают колоссальные знания, опыт. И нас, кроме теории, нам также показывают и практику. То есть даже элементарно то, где мы сейчас находимся, это очень хорошая практика для будущего. То есть много знаний, что мы возьмем в будущем для себя.
Цель форума заключается в создании условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала и его использования в интересах инновационного развития страны. В форуме принимают участие около 70 человек. Это гости не только из регионов России, но и из других стран, таких как Казахстан, Йемен, Египет и Сирия. Для гостей выступили народные артисты Чеченской Республики. Не обошлось и без всеми любимой лезгинки. Организаторы поблагодарили всех участников за проявленную активность и отметили важность подобных проектов для нашей страны. Подобные мероприятия планируется проводить в регионе на регулярной основе, ведь именно благодаря обмену опытом возможно профессиональное развитие. Мадина Цалчиева, Лёма Мандиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В стиле минимализма строится новая мечеть в Грозном. Уже завершены бетонные работы по возведению первого и второго этажей. Святыня сможет вместить до 2000 верующих. Она будет в форме треугольника. Имя кого будет носить мечеть, расскажет Саида Гакашева. Новая мечеть, которая строится в Ахматовском районе, будет отличаться уникальным стилем. Архитекторы и дизайнеры поставили задачу совместить в проекте современность и традиции. Строгие формы треугольника самой прочной и устойчивой фигуры стали основой для создания проекта новой мечети. Она будет носить имя Турпал Али Кадырова, внука первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На сегодняшний день выполнены работы по возведению монолитных стен первого и второго этажей. Ведутся работы по выставлению опалубки и арматуры для балок и покрытия здания. Также выполнены металлические детали закладные для возведения витража основной конструкции, которая будет в зале. Общая площадь двухэтажного здания составляет более 1500 квадратных метров, вместимость 2000 человек. Молитвенный дом украсят 3 минарета высотой 30 метров. По словам архитектора Оскара Пюцеп, это его первый проект мечети. Когда было сказано, что старую мечеть, расположенную рядом, должны сохранить, многие архитекторы пришли в замешательство, но для Оскара это стало своеобразным вызовом. По территории мы окружены 3 дорогами. И когда типовой план мы ставим, допустим, некой прямоугольной мечети, и разворачиваем в сторону на Мекку, основную, то уголок вываливается за границу. И чтобы этого не происходило, мы как скульпторы взяли и отрезали лишнее. И у нас появился вот этот вот треугольный план. Естественно, минареты, как некий архитектурный акцент, появились в вершинах этого треугольника, замкнув композицию этого треугольника уже в высоту. Мечеть выполнена в современном стиле минимализма. В основе здания главный зал в 2 уровнях, зал для женщин с отдельным входом и медресе на 100 человек. После завершения строительства здания новой мечети и демонтажа существующей будут выполнены ландшафтные работы. Минимализм на фасаде будет продолжен в теме интерьера здания. Декор, культурный код чеченского народа истонг, войлочный ковер, да. Взяв оттуда силуэт орнамента, мы его делаем металлической конструкции, так называемой экстерьерной структуре. Будет служить еще для витража, который внутренний, интерьерный, некой теневой завесой, чтобы солнце, которое будет попадать, оно не напекало и проходило в здание. Соответственно, композиция основного фасада, доминирующая часть — это 30-метровые минареты, основной вход и, соответственно, объем большого зала, малого зала и медресе вот частотой окон на фасаде выявлена. Территория будет представлять из себя систему пешеходных дорожек и клумб. Клумбы будут объемными с растительностью. Ожидается, что строительство здания будет завершено осенью следующего года. Остаемся уверены, что данная краеугольная мечеть пополнит список архитектурных сокровищ Чеченской Республики. Саида Гакашева, Рахман Хаджиев, Саид Эмин Давуд Мирзаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.